аплодисментов друг к другу. Поаплодируйте себе, что пришли в такой морозный поистине день, мне кажется, или уже вечер. Сколько сегодня градусов? Кто смотрел? 28 градусов. Вот видите, на встречу с прекрасным, вот мне кажется, для встречи с прекрасным никакие климатические условия и прочие катаклизмы не важны и не страшны. Спасибо вам большое, что пришли. Мы рады вас лицезреть здесь у нас, в Центре досуга кино «Октябрь», на Советской, 53. И давайте еще раз поаплодируем. Спасибо вам всем. Ну что, коллектив театра общественного движения «Альтруисты», директор театра Вильданова Светлана Леонидовна, АНО «Сплав», спортивно-профилактика лечебной ассоциации волонтеров, которую возглавляет Константин Бадокин, поздравляет всех вас, дорогие мои, с Новым годом и желает счастья, здоровья, творческих успехов, искренней любви окружающих, что, конечно, немаловажно. Мы не видели с вами 2 месяца, но все это время жили ожиданием новой встречи со своим зрителем, готовились к ней и, конечно, сейчас очень волнуемся. Здесь я прошу еще раз от вас аплодисменты, потому что я волнуюсь тоже. По-настоящему год лошади начинается 31 января, поэтому встреча наша на Звездном карнавале своевременно. Надеемся на ваше самое активное участие, подарим друг другу счастье человеческого общения, тепло души и, конечно, хорошее настроение. Оставим все неприятности в прошлом, но в настоящее и будущее возьмем позитив, оптимизм и предельно доброжелательное, чуткое внимание к каждому человеку. Мы альтруисты, не секрет. Многие, пытаясь определить, что нас ждет, заглядывают, друзья мои, куда? В гороскопы, воспринимают их всерьез и республиканских и городских конкурсов. Очаровательную Ангелину Дадашеву и Юрия Кердман. Танцевально-спортивный клуб «Артмас». Именно там ребята занимаются. Ну и вот они уже готовы появиться на нашей сцене. А вы, я надеюсь, готовы их встретить, правда? Аплодисментами.
Сама люблю эти вещи все, так вот, поподробнее сейчас. Ну что, самых лучших или самых плохих, счастливых или несчастных знаков не бывает. Они все одинаково хороши. Огонь, вода, воздух и земля образуют 4 группы из 12 астрологических знаков. Стихия огня, я напоминаю, к стихии, вернее, огня относятся Овен, Лев, Стрелец. Есть такие среди нас? Есть, кивают девушки. Ага. Есть. Итак, я думаю, вам будет любопытна следующая информация. Основная черта этой группы стихии огня – активность, энергия, ключевое слово – личная независимость. Люди этих 3 знаков горячие и вспыльчивые, принадлежат категории пылких и страстных натур, в высшей степени общительны. Ваш лозунг, дорогие овны, львы и стрельцы – живи и давай жить другим. Лев, сейчас мы рассмотрим с вами отдельно знак зодиака Лев. Так вот, под покровительством Солнца этот зодиак находится центральная фигура зодиака. Он сверкает, это вообще его называют королевским знаком. Огромные внутренние силы. Встретим Светлану, которая продемонстрирует всем нам вечернее платье, черное с золотом, которое остро модно в этом году. Давайте посмотрим, встречаем аплодисментами представительницу знака Льва. В этом мире уставший от беды и мольбы нас любовь повенчала в лабиринтах судьбы. И недоброму миру, где от зла устаю, все сегодня простил я за улыбку твою. Любопытен, он в гороскопе под номером 1, я говорю сейчас про знак Овен. Итак, знак Овен, первый огненный знак зодиака, как я уже сказала, имеет натуру активную, уверенную в себе и очень отважную. Люди этого знака благородные и не могут не прийти на помощь, когда кто-нибудь, не дай бог, попадает в несчастье. Но редко держат свои эмоции внутри себя. Овны часто преуспевают в профессиях, особенно в театре. Они центр внимания, способны пронести любовь сквозь всю свою жизнь. А сейчас, дорогие друзья, спешите встретить любимицу зрителей Инну Михайловну Булыгину, которая продемонстрирует всем нам нарядное модное платье с кружевом, вышитое блестками и бисером. Так, приготовились, встречаем. Аплодисменты. Отдельное спасибо Юрию Михайловичу, который потрясающе, да, сыграл летчика. Аплодисменты. Потрясающе. Прямо дух захватил. Спасибо. Ну, а мы продолжаем дальше.
Овны, да, этот знак зодиака изучаем. Так вот, Овен также первый, ну вот мало того, что он первый в знаке зодиака, да, в этом зодиакальном цикле, так он в семье еще глава считается, да. Основа отношений взаимоуважение у Овна. Знак Овна — это баран или, если хотите, олень. Это интереснее, как тот, что на нарядном платье, я про оленя сейчас говорю, на нарядном платье Надежды Евгеньевны Вусатюк. Вот давайте посмотрим, как же выглядит олень на нарядном платье. Огненный, друзья мои, стрельцы. Давайте посмотрим, что же у стрельцов такое интересное. Так вот, стрельцы, если верить гороскопам, ведут активный образ жизни, хотят видеть и знать все на свете. Прямые, искренние, очаровательные, всеобщие любимцы, настоящие друзья, верные и преданные, очень благородные, а также романтичные. Им важно научиться верить в светлое завтра. Часто светская женщина любит искусство, книги, все делает с блеском, оригинально и экстравагантно. Наши стрельцы нашего театра, я имею в виду, это Светлана Вильданова и Марина Азизова. Яркие, характерные актрисы с хорошим чувством юмора. Итак, вечернее платье с болеро. Сейчас увидим аплодисменты. Давайте посмотрим. На нашей сцене очаровательная представительница знака зодиака Лев. Искрометно, артистично, привлекательно Светлана Белоконь продемонстрирует нам сейчас, практически сию минуту, вечернее платье. Давайте посмотрим. Встречайте аплодисментами. Относится к этой стихии жидкой. Это рак, скорпионы, рыбы. Основная черта этой группы — это
Кто-то громче меня говорит. Алексей, вам замечание, громко говорите. Самые эксцентричные личности из этих трех знаков – рыбы. Люди этого знака наиболее сочувствующие и сострадательные в мире. Им свойственно неземное. Аплодисментами поддержим, правда? Аплодисменты. Сергей. Ага. Цыгляев? Ольга Сергеевна Богданова, Сергей Цыгляев и Мария Журавлева. Встречайте аплодисментами. Аплодисменты, просто, мне кажется, чуть-чуть капельку недоработано. Так, а продолжить нам поможет следующий знак зодиака – это рак. Рак самый загадочный из всех знаков зодиака. Легко раним. Раку нужна симпатия людей, с которыми он общается. Не выносит резкого разговора или критики, независимо от того, заслужена она или нет. Раки очень застенчивы и боятся отказа. Ценное качество у раков – это терпение. Увлекается искусством, музыкой, рукоделием. Мы посмотрим, какое замечательное платье сшила себе мастерица Елена Турова. Праздничное платье. Сейчас она, собственно говоря, нам и продемонстрирует. Встречайте аплодисментами Елена Турова.
работе и в выполнении долга проявляет железную волю. Прирожденный боец обладает сверхъестественной способностью анализировать почти все на свете. Добирается до жизнь интересная. В работе и в выполнении долга проявляет железную волю. Прирожденный боец обладает сверхъестественной способностью анализировать почти все на свете. Добирается до... Любят умственный труд. Обычно их чувства контролируют разум. Начнем с близнецов, пожалуй. Итак, близнецы – наиболее изменчивый знак зодиака. Дает самое большое число гениев и... Now baby, oh baby, don't treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday. Can't see you say so, darling, Говорите. Итак, близнецов характеризует многосторонность, тактичность, дипломатия, понимание, интуиция и проницательность. Женщины-близнецы – хорошие хозяйки. Надежда Степановна Скандакова славится, вот, например, прекрасной выпечкой. Надежда Степановна, в зале ли вы? В зале вижу Надежду Степановну. И что-то такое... из сказки «Красная шапочка», как будто корзинка у нас появилась. И Надежда Степановна сейчас в роли этого доброго сказочного персонажа раздает всем пирожки. Ну, какую-то музыку можно, да? Пирожки счастья, назовем это так.
писатели, редакторы, публицисты. Они интеллектуальны, но им свойственна некая двойственность, расщепление личности. Вот такая формулировка интересная. Екатерина Ануфриевна Романчук. Не только поэт, прозаик, обладатель сильного голоса, но и хорошая актриса, которая сейчас нам продемонстрирует нарядный костюм розового цвета. Давайте посмотрим и аплодисментами дружными сыктывкарскими поддержим. Не знаю, вот потрясаю. Вот я бы до такого не додумалась, мне кажется. Вот юмористически готовый номер. Потрясающие аплодисменты. Вот очень характеризует близнецов, да? И с одной, и с другой стороны. Двоякие личности. Ну ладно, друзья. Мы вступили в эру Водолея, сообщаю вам радостно, которая будет длиться приблизительно 2000 лет. Человечеству будет присуща проповедь гуманности. Водолей – это отдающий знак. Тяга к человечеству в целом очень велика, обладает сильным умом, необычным интеллектом, легко приобретает знания и умения. Вообще положительные водолеи, хочется сказать, оптимистичные люди. 80%, между прочим, знаменитых людей родились именно под этим знаком. Водолей правит домом дружбы, преданность его не знает предела, всегда готов прийти на помощь. Люди этого знака слишком заняты человеческими ценностями, благотворительностью, например, тайнами человеческого существования, миром души и ума, чтобы хотя бы заметить, что большинство людей стоит на коленях перед золотым тельцом. Никогда не бывает безразличными человеческому горю, отдает свою собственность воду, да, всему человечеству. Вот такие. Лукинишна Якимовская, которая угощает нас или не угощает. Татьяна Лукинишна есть у нас сегодня в зале? Нету, к сожалению. Знаков Весы и Водолей. Весы обладают острым, аналитическим умом. Это выдающиеся художники, поэты, писатели, композиторы, певцы и актеры. Светлые интеллектуальные личности высоко ценят людей, стремятся других сделать счастливыми. Ключевое слово у весов – это гармония. Именно так мы воспринимаем Алексея Пунигова, который родился под знаком Весы, и Валентину Володарскую, она под знаком Водолея у нас родилась, которые столько лет дарят нам счастье своим искусством. Итак, на нашей сцене танцевальный клуб «Эволюция», пляжная фантазия. Давайте встретим аплодисментами и поддержим.
Аплодисменты, друзья. Но сразу как-то потеплело, правда? Вспомнили, что лето скоро. Остается один только у нас знак зимы, февраль, и то он как-то, мне кажется, быстро пройдет. Потом весна и сразу лето. Еще раз аплодисменты, ребята. Мы продолжаем тем временем дальше. Теплая дружба, успешное сотрудничество связывают Водолея и Рыбку. Рыбы – самые эксцентричные личности из всего знака зодиака. Наиболее сочувствующие и сострадательные, чувствительные, скромные и застенчивые, впечатлительные. И именно эти качества позволяют так успешно выступать на наших спектаклях. Наталью прошу прощения, Наталью Липину и Галину Федорову. Так встречается группа Firefly, световое шоу. Вот так написано, а вы аплодисментами встречайте. Продолжаем греться. Пожалуйста. Поговорить с вами. Ну, рассказывайте. Первый раз вас вижу. Вот к этому микрофончику кто-нибудь из вас встаньте. Давно этим занимаетесь, красавица? 2 года. 2 года, да? Она 1. Она 1, а ты 2. Ага. Но вот у меня лично любопытно, не попадала никогда в лоб, в глаз вот этим? Мне да. Ну, в смысле, нам да. Людям Ты поэтому в маске, да? Нет. Потому что уже знаешь? Просто так. Просто так, да? Ну, умнички. То есть вам 2 года, молодой коллектив такой, да? Ну что, давайте пожелаем, правда, успехов этим 2 юным, талантливым девушкам. Но это прекрасно, когда такое начинание у вас. Молодцы. Дерзайте, ладно? Аплодисменты. Вот не сказали мы про стихию Земли, вот про это сейчас и будем говорить. К стихии Земли относятся у нас 3 знака зодиака, это Козерог, Телец и Дева. Про Деву сперва поговорим. Итак, Дева имеет практичный ум, характер у нее глубокий, любовь к порядку иногда переходит в манию, представляете? Рожденные под этим знаком одарены ясным. Сейчас вы в этом, видимо, убедитесь, потому что на нашу сцену я приглашаю, если я ничего не путаю, Марию Журавлеву. Итак, друзья мои, представительница знака Дев – это Маша Журавлева. Под ваши аплодисменты встречайте ее эксклюзивный наряд, подготовленный ею для нашего карнавала, который, я имею в виду наряд, помогает ей выразить саму себя. Давайте посмотрим и порадуемся. Поехали. Like Saturdays in the
rocket summer, blue skies in the morning's air. Oh oh, oh oh. Like you like me. There's something wrong with this picture. Let's turn it upside down so we can see the insecurities caused by the last 4 years of economic downsizing in the eastern U.S. I like February long until the end of war. Pretty pictures of shirts that are too small for my childlike figure that you're so in love with. I like the autumn's leaves and bright eyes, eternal sunshine of a spotless mind. Stand strong in my favorites of all time, along with you and your technicolor lies. You say Johnny Cash is your favorite singer, but you never heard Folsom Prison Blues. So how do you expect me to believe you? I was never much on country songs, but someone should really tell you to come home, 'cause it's getting late and your dinner's getting cold. I like simple songs with pretty words. I try poetry, but it's just no good. The pages get lost. Besides, I'd much rather sing to you. I love living life with you by my side. You're a smart kid with a beautiful. Да, потеряла. Дошла. Мария Журавлева, друзья. Аплодисменты. Ну что, наш вечер плавно подходит к своему завершению, но перед этим, как занавесить занавес, да, хочется предоставить слова. Слова какие-то поздравительные, приветственные, может быть, финальные, что называется. Приветственные, финальные. В общем, наверное, финальные слова, да, нашим гостям или нет? Предоставляем. На нашу сцену под аплодисменты и торжественные фанфары я приглашаю заслуженного артиста России, обладателя гран-при международного конкурса русского романса имени Изабеллы Юрьевой Алексея Моисеенко. Встречайте бурными, друзья мои, аплодисментами. Что вы на меня смотрите? Алексей вышел не один, а со своей спутницей гитарой. Соответственно... не работает микрофончик? Работает? Конкурс русского романса. Вот такой первый у меня будет вопрос. Сейчас вам все скажу. Так, слышно меня, да? Слышно? Во-первых, я приношу извинения, что мы так увлеклись с коллегой и чуть не стали вашими... Соведущими? Да, соведущими, поэтому уж Ну извините, ничего. Увлеклись обсуждением происходящего, нам это очень понравилось, поэтому простите, пожалуйста, хорошо? Итак, где это было? Это было в городе Таллине в 2007 году. Этот конкурс проводится один раз в 2 года, он существует уже много лет, туда приезжает весь мир, поющий русский романс, и все приезжают туда за победой. Поэтому так случилось, что впервые на этом конкурсе, то есть гран-при существовало все время с начала создания этого конкурса, но строгое жюри, которое там решает, кого казнить, кого помилует, впервые этот гран-при я получил. И вот я знаю, что до сих пор второй гран-при так и не разыгран. Придется мне еще раз поехать, поскольку он свободен, еще раз попытаться
это сделать. Ага. Алексей, позвольте, так к вам буду обращаться. Да. Алексей, ну а расскажите, вот в чем секрет-то? То, что, почему, как надо сделать так, чтобы жюри помиловало, да, как вы выразились? Что нужно, вот, как вы думаете, ваш успех-то, вот, чем вы проняли это суровое, Скажите, пожалуйста, циничное жюри? вас как зовут? Ирина, Скажите, а чем отличаются кривые ноги от прямых, скажите? формой? Формой. Значит, я, конечно, это не адресую в сторону женщины, или, допустим, красивое лицо от некрасивого, хотя это я вообще говорю, я так абстрагирую. Или, допустим, грязные улицы от чистых улиц. Очевидно, хорошее и привлекательное, совершенное, оно всегда как бы вызывает состояние внимания. И поэтому, если я буду петь, допустим, там «Кони резвые, кони тотальные», а если буду петь «Dice la viventa di saltare come velanto vide il mar». Это же божественно, понимаете, как Коля Басов по себе говорит. Я всегда говорю, человек, который знает, что он делает, зачем он делает, но самое главное, когда он знает, что это он делает лучше всех, тогда он может сесть в самолет и течь очень далеко, оказаться в обществе людей, которые могут оказаться достойными соперниками, и взять и получить гран-при. Вот в этом случае им был я. И поэтому я хочу сказать, что, знаете, мне сложно, не то что сложно, а в этой связи нечего говорить, кроме одного, что когда ты поешь, то сидит компетентный жюри, который знает, что надо слушать, что они хотят услышать, и что есть этот человек, который генерирует вот эту тему, который поет этот русский романс. И вообще мне приятно создавать себе чемпиона мира русского романса. Аплодисменты. А мне приятно с вами стоять на одной сцене, Алексей. Ну что ж, не буду больше вас томить вопросами, давайте перейдем к делу, а именно мы пару свою романсов, которые мы с радостью, я думаю, послушаем. Встречайте, заслуженный артист России Алексей Моисеенко. Делаю, чтобы можно было слышать гитару. Да, не слышно. Сейчас. Хочу сказать, был такой писатель американский О. Генри, он писал такие короткие, замечательные рассказы. У него есть такой один рассказ, я вырос вообще в глубокой такой, в глубинке вырос. Единственным развлечением в юности это было чтение, когда не было у нас ни телевидения, ну и прочих гаджетов, которые могли радовать. Так вот я вспоминаю применительно к себе, он пишет, описывает какой-то момент в салоне в американском. Ну, салон, знаете, салон, там двери открывают туда-сюда, заходит пьяный ковбой, подходит, говорит, там пьют виски, там, значит, и там играет топер. Топер — это пианист. И над ним, значит, такая надпись: «Просим пианиста не стрелять, он играет как умеет». И я применительно к себе. Дело в том, что я очень плохой гитарист. Я очень хороший певец, но плохой гитарист. Если кто-нибудь умеет играть на гитаре и найдет несовершенное мое исполнение, прошу меня не стрелять. Я спою старинный русский романс «Столько раз бывает в жизни встреча». День и ночь роняет сердце ласку, день и ночь кружится голова, день и ночь взволнованную сказкой мне звучат твои слова. Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбою рвется нить, только раз в холодный серый вечер мне так хочется любви. Гаснет
окутанные листы. Где же ты, желанная когда-то? Где же ты, дарившая мечты? Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбою рвется нить. Только раз в холодный серый вечер мне так хочется любить. Такой уж браво, как я, поскольку я себя очень скованно чувствую с инструментом. Вообще, я, конечно, очень плохо играю, еще к тому же я забыл постричь ногти на левой руке, потому что, иногда, потому что, когда берешь аккорд, они мешают. Кстати, между прочим, хочу такую вещь сказать. Я достаточно много лет прожил в Италии. Ну, это не то, что я там, ну, одним словом, вы говорите «браво», да? А вы знаете, что, в принципе, вот если бы на моем месте стояла женщина, что нужно было крикнуть? Нет. Хочу сказать, что браво и в том случае, только мужского рода, значит, мужчине кричат браво, а женщине кричат браво. А у нас, ну, это не принципиально. Вот если когда будет петь женщина, вы будете кричать ей браво, хорошо? Извините. Спасибо. А сейчас я хочу вам спеть два своих произведения. Я спою романс, который я пел на этом конкурсе. Я пишу стихи, в общем, и то, что получилось, в общем, я думаю, что, может быть, сыграл главную роль в том, что я стал обладателем гран-при. Я спою романс, который называется «Сон». Один из членов жюри сказал через переводчика, он был швед, он большой знаток русской музыки, и сказал: скорее всего, это плагиат, очевидно, это какой-то неизвестный роман Смертинского. И когда я узнал об этом, то, ну, в конце концов, проблема разрешилась, мы с ним поспорили. Я сказал, что у меня есть дача в Лемью. Смешно звучит, да? Вот. А он приехал туда на своей машине, у него был Мерседес. Я говорю, что да вы перейдите ему, я не говорю по-шведски. Он говорит по-немецки и по-шведски, поскольку языки родственные. Я говорю, что если вот в течение конкурсного времени он найдет этот роман, был написан Вертинским, тогда я ему дарю свою дачу, а если он ошибается, то тогда он просто оставит здесь свой Мерседес, и я на нем поеду в Россию. Он отказался. Итак, сон. Мадемуазель, зачем вы это сделали? Зачем тогда вы улыбнулись мне? Я помню все, и платье ваше белое, и красный шелк, гардины на окне, ваш поцелуй и нежный дух сирени, и ласку рук, и первое люблю. Волшебный мир любви, наслаждения. Я помню все, я помню и скорблю. Да время все у нас отнять готово, и красоту, и молодость, и страсть. Лишь пред одним оно пасует слово, мою любовь не может отобрать. Последний раз мы виделись в Париже на плац
Пигаль, заветное кафе, пел шансонье. Никто мне не был ближе, чем вы тогда. Или все приснилось мне? Ну так получилось, я сидел с коллегой по клубу, можно сказать, и я рассказал о том, что я много лет прожил на улице Малогрузинской в Москве, в доме 22-24, а в доме 26 жил Владимир Семенович Высоцкий. Этого человека я часто видел, я был на спектаклях на Таганке. У меня есть особое отношение к его творческому дарованию, но как поэт, и это мнение разделяют многие мои друзья и люди, хорошо разбирающиеся в поэзии, я считаю, что это лучший поэт России, потому что то, что он писал в то время, это настолько... А что такое поэт? Это трибун, человек, который четко определяет тот нерв, то состояние тех людей, той страны, той земли, где он живет. И лучше его никто нам об этом не говорил. Это был великий русский поэт. У него есть два замечательных стихотворения, на которые он поет, если можно назвать пением то, что он делает, хотя это все настолько едино и настолько великолепно, то не думаешь о том, как это, а ощущаешь, что это. У него есть два произведения про коней и про волков, от которых он, которые догоняли его экипаж, можно так сказать, и слова о том, что коренному волк прямо в пах, выносите лошадушки и так далее. В общем, песни о конях. Я хочу сказать, что как получилось, это все я не знаю. Я очень редко ее исполняю, вообще со сцены я, пожалуй, никогда этого и не делал. Поэтому... Кони резвые! Вот так, да? Громко. Кони вдаль бегут, вы не первые, я не первый гуд. А мы оперные певцы микрофон не поем. Так и поете. Я пою про вас песню тихую, боль в груди моей не утихнула. Ах, как пел ты нам про коней своих, что спасли тебя от волков степных. Как догнать тебя не хватило сил, хоть коней загнать, кто ж их научил? Я б тебе помог, только ты все пел, я б тебя сберег, только ты терпел, жил, не каялся, пел, гулял, любил, а приставился, будто и не жил. Ты ушел от нас вдаль безвестную, под копытами ширь небесная. Коренной бежит ровной рысью, престижные с ним спины лисий. Кони красные из страны твоей унесли тебя, не сдержать коней, вдаль бесстрастную, бесконечную. Там в безвременье станешь вечным ты. Надо мной сейчас где
от тебя по чужой стране. С Богом рядом ты, в том сомнения нет. Он простил тебе все грехи, поэт. Уж коней твоих будут помнить все. Сколько лет пройдет, может, целый век, ты останешься в гонке бешеной. За тобой идут люди грешные, но я своих берегу пока, плеткой редко бью по крутым бокам и пою про то, как жалею их, и про то, что ты не сберег своих. Аплодисменты. Заслуженный артист России, обладатель гран-при международного конкурса русского романса имени Изабеллы Юрьевой Алексей Моисеенко. Из зала. Ну, во-первых, спасибо вам большое, что вы пришли. Я о вас, вернее, наслышана, конечно, но, вы знаете, вот так вот не слышала. Вашу фамилию слышала, потому что вы достаточно популярная личность, но попала, вы знаете, под ваше обаяние и талант. Аплодисменты еще раз. Попала под ваше обаяние и под ваш талант. Аплодисменты. И вы знаете, я тоже являюсь большой поклонницей творчества Владимира Высоцкого. И у меня просто такой личный вопрос. Как вы относитесь вот к последней экранизации, вернее, фильму «Спасибо, что живой»? Ну вот, я думаю, может быть, кому-то тоже будет это интересно. Вы знаете, что дело в том, что я еще раз убеждаюсь в том, что человек, который исполнил главную роль, Безруков, это просто феноменально великий русский актер, потрясающий актер. Я убежден, что очевидно, что лучше его, пожалуй, и нет. Ну, конечно, может быть, в сравнении, все в сравнении познается, понимаете? У меня этот человек очень симпатичен, и вот я воспринимаю вот этот фильм, я люблю кинематограф, но для меня это, в общем, знаете, средство просто как бы вот еда для глаз и ушей. Я не воспринимаю это через сердце. Вообще кино – это замечательный вид искусства, потрясающий. Вот. Но дело в том, что мне кажется, главная цель была как бы это осторожный показ, ну, всегда такой, ну, не очень долгий, вот, совершенного грима, совершенной схожести. А события, которые происходили, в общем, они меня не трогали, понимаете? Песни, которые я знаю, которые, вот я езжу в машине, да, у меня всегда CD с Высоцким. Я слушаю его, хотя я слушаю другую музыку, и я очень люблю классическую музыку. Но дело в том, что я слушаю не то, что он поет, как он, а я слышу то эхо России, то эхо того времени, где я жил. Я жил в нем в том времени 50 лет. И только вот какое-то количество я живу в советской, ну, в России уже, в капиталистической России. Поэтому он для меня такая глыба, такой, ну, такая Джамалумба, такая гора. Не в плане какой-то его жизни, разгульной, там наркотики, водка, женщины, Марина Влади, Мерседес, там ребята, которые копали золото, это Артель, Печора, вы понимаете, да, люди, которые его спонсировали, это не важно. А дело в том, что этот человек, ну как бы, если бы его не было, в России не хватало бы одного важного звена. Вот. И это не было показано. Была показана какая-то мишура, какая-то его болезнь, какие-то моменты какого-то там денег. Фильм хорош тем, что Безруков в роли
которая абсолютно четко, ну, прямо вот я этого человека видел очень часто. Я видел, как во дворе моего дома, где я жил, а я жил прямо на углу зоопарка. И в этом месте жило одно животное, которое каждое утро кричало так вот, противно, я все думаю, скажу, я думаю, что это типа, может быть, это лошадь Пржевальского, может быть, это ишак. Мне было времени сходить посмотреть. Я жил на Малой Грузинской улице, прямо у Краснопресненского метро, где прямо у зоопарка, вот так вот плюнешь туда, вот, прямо зоопарк закрыт. И когда я пришел туда посмотреть, это оказалось, что так кричит красавец павлин, который так соблазняет девушек своих. Вот таким совершенно... Придется немного сократить. Так, ну я сразу начну. Альсовена. Ну это все, что я буду говорить, это в представлении меня, как говорится. Авен. Родились весной, травка, как обычно. Самый прикольный знак, это как бы для меня считается, любит овца погулять на свежем воздухе и встретить свежего барана. У многих овечек глаз наметан на богатых, а вот второй глаз все-таки хочет найти душевного, то есть человека. Телец, май, как бы, да, тоже ближе к лету, самый балованный знак. Женщин носят на руках до плиты, где тельцами. Нет, конечно, не толстыми, а худыми. Он самый творческий знак для женщин. Они никогда не строят шалаш с любимым, а сразу берут